Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. В поддержку специальной военной операции на Украине выступил Российский союз ректоров. Сегодня в условиях экономического и информационного давления на нашу страну как никогда важны единство, уверенность и стойкость. Надо продолжать учебный процесс, воспитывать патриотизм и стремление служить Родине, отмечается в обращении руководителей наших вузов. В это сложное время самым важным становится проявление патриотизма и сплоченности вокруг лидера нашей страны Владимира Путина. Гость студии – председатель общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов республики, член Центрального совета Всероссийской организации ветеранов Вильям Иванов. Вильям Очарович, здравствуйте. Здравствуйте. Что мы вкладываем сегодня в понятие патриотизм? Вы знаете, сегодня это слово как раз на слуху во всех слоях общества, во всех социальных категориях. И то, что вот принято обращение таких уважаемых людей, как ректоры высших учебных заведений России, еще раз подтверждает, что это массовое явление сегодня, патриотизм. И буквально, не в плане вот этого обращения, да, у нас заранее было запланировано, мы в прошлом году выиграли грант главы республики, и у нас появился источник финансирования, поэтому мы запланировали в этом году проведение научно-практической конференции под названием «Гражданское общество, патриотизм, опыт, традиции, инновации». И мы решили выйти за пределы своей республики и привлекли к этой научно-практической конференции ветеранские сообщества других субъектов. Вот 31 марта на базе именно нашего университета, исторического факультета, прошла эта научно-практическая конференция, частично очно, частично онлайн, и в участие приняли вот студенты, преподаватели Хабаровского края, Республики Бурятия, Еврейской автономной области, Приморского края, Камчатки. То есть мы пытаемся под таким словом патриотизм расширить свои полномочия в действии привлечения общественных слоев, вот в данном случае. А если просто говорить таким преподавательским языком, да, то патриотизм – это все-таки иностранное слово, и в переводе с греческого означает «соотечественник». И корень этого слова именно «отечество». А отечество – это и есть Родина. А чтобы быть патриотом, естественно, надо любить Родину, надо быть ей преданы обязательно, что сегодня демонстрируют наши молодые люди, наши сыновья, внуки на территории Украины, да. И, естественно, для того, чтобы понимать вот это состояние патриотизма, что такое Родина, любовь к Родине или преданность, надо знать историю. Начиная с истории семьи, историю своего наследия, историю своей республики, историю России как государства в целом. И тогда у человека уже будет такое объемное понятие, что такое патриотизм. А так, на эту тему, конечно, можно очень долго говорить. И вот это чувство патриотизма сегодня очень ярко проявляется во всех отношениях. И еще раз повторяю, во всех социальных категориях населения нашей республики и России в целом. А в чем важность поддержки нашего лидера? Как это можно выразить? В этом направлении, выражая поддержку президенту Российской Федерации, нашим вооруженным силам, которые сейчас проводят специальную военную операцию в Украине, не заниматься ура-патриотизмом и, естественно, шапкозакидательством. Потому что доля самой большой ответственности сегодня возложена и лежит на плечах президента Российской Федерации как руководителя такой огромной страны. И тут я хотел вспомнить, знаете, еще в XVI веке, в 1513 году, итальянский философ-мыслитель Никколо Макиавелли вывел такую формулу в своей книге «Государь», что короля делает свита. Это такая расхожая фраза, да. И я уверен, что вот ближайшее окружение президента должно вот это вот воспринимать в прямом смысле. Каждый должен отвечать за свое направление, раз он уже находится в ближнем кругу президента. Ну а то, что
я с глубокой уверенностью могу сказать, что народ российский поддерживает своего президента, принимаемые им решения. Вот в последних таких новостных программах почему-то начала будироваться тема, что вот ближайшее окружение там в лице его же помощника, его же советников как-то вот так неоднозначно работают. И тут вспоминается, знаете, тоже из школьной программы Советского Союза содержание сказки «Новое платье короля» Ганса Христиана Андерсена. Со школьной программы, помните, когда вот эти махинаторы в окружении короля утверждали, что у него прекрасное платье, что все красиво, а все-таки они боялись за свое место, за свою вот принадлежность к этому кругу, а на самом деле платья-то не было. И только мальчишка сказал фразу знаменитую: «Король-то голый». И вот как-то вот сопоставляя вот эти два факта, да, я бы хотел, чтобы и сам Владимир Владимирович, наверное, понимает, и его окружение понимало, что в основном, в целом, российский народ, и в частности мы, население республики, ветераны республики, мы поддерживаем своего президента, поддерживаем принятые им решения. И самое главное, зависит от того, чтобы его ближайшее окружение сегодня не подставило, не подвело его. Вот в этом задача сегодняшнего дня. Сегодня в условиях небывалого давления санкций на экономику нашей страны, на фоне информационных атак, на что могут ориентироваться жители нашего региона, молодежь? На это однозначно ответить нельзя, наверное, да. Санкции, вводимые в отношении вот в целом российского государства, они говорят, да, вот мы в отношении в России вводим санкции, но они целенаправленно же вводят в отношении конкретных юридических лиц, каких-то предприятий, то есть любой формы собственности, в отношении каких-то физических лиц они вводят эти санкции. То есть получается такой образ, что они, это же ими же, ихними предшественниками, придуманная фраза «железный занавес». Вот этими санкциями они опускают железный занавес с единственной целью – каким-то образом изолировать наше государство, Российскую Федерацию, чтобы им легче было самим достигать своих целей вот этими санкциями. Но я думаю, что вот особенно наше поколение, да, в этапах истории нашего государства российского, а оно правопреемник Советского Союза, вот это все было, железный занавес. Но даже находясь за железным занавесом, мы доказали, и наше старшее поколение разгромило коричневую чуму фашизма. Находясь за железным занавесом, советский народ освоил космос первым. И это говорит о том, что вот эти санкции, они большого воздействия не будут иметь, если российский народ сегодня де-факто, де-юре сплотится вокруг своего главы государства, президента. Тогда их воздействие в экономическом плане, конечно, будет иметь какие-то последствия, это бесспорно, но в идеологическом, политическом плане мы должны все-таки их преодолеть, сплотившись вокруг руководителя государства. Вильям Очарович, спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь на нашем телеканале.